Скорее бы уже депортировали, хоть на 100 лет. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая сложная ситуация произошла с нашим соотечественником. Это может коснуться каждого. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. 61-летний трудовой мигрант из Таджикистана на протяжении 9 месяцев ждет депортации из России, находясь в Центре временного содержания иностранных граждан Красное Село в Санкт-Петербурге. Обычно мигрантов, нарушивших правила пребывания в России, высылают на родину в течение недели. Иногда этот период растягивается на 3 месяца, но Хайрулло Эргашев сетует, что находится в Центре временного содержания с августа прошлого года, и никто не интересуется его судьбой. Трудовой мигрант связался с журналистами по телефону 22 апреля и сообщил, что был задержан сотрудниками полиции на улице в августе прошлого года. Тогда у него не было с собой документов, и он назвал вымышленное имя и фамилию. Позже я принес документы. Меня обвинили в том, что я предоставил ложные данные и сказали, что я буду депортирован из России. Вскоре суд вынес решение о депортации. Я просил не высылать меня, но сейчас я согласен на депортацию из России хоть на 100 лет, но пусть меня уже скорее отправят на родину, сказал он. Хайрулло Эргашев до задержания работал на стройке в Санкт-Петербурге. По его словам, он не раз обращался за помощью в консульство Таджикистана, но никто не отозвался помочь. Представители посольства Республики Таджикистан в Москве пока не прокомментировали данный случай. Ежегодно тысячи таджикских граждан высылают из России за нарушение правил пребывания в этой стране. Правозащитники утверждают, что российские власти, пользуясь бесправием таджикских мигрантов, депортируют их из страны за простейшие нарушения правил пребывания, иногда и вовсе ни в чем не виновных граждан. Власти Российской Федерации заявили, что за последние несколько лет они выслали из своей территории около 300 тысяч таджикских мигрантов с запретом на въезд в эту страну на срок от 3 до 5 и более лет. Как вы относитесь к такой ситуации? Сначала они высылают граждан буквально ни за что, а потом говорят, что у них не хватает рабочих, приезжайте к нам скорее, и устраивают амнистию, делая вид, что они вот такие хорошие, заботятся о мигрантах, но ведь они сами создают эту ситуацию. Да, таджикские мигранты во многом тоже не правы, они не живут легально на территории Российской Федерации, нарушают ее местный закон, но и с той стороны есть очень большое неуважение друг к другу и плохое отношение. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Если у вас родные или знакомые, которые являются мигрантами и работают в Российской Федерации, знаете ли вы, как к ним относятся, на каких правах они там остаются и хорошо ли они себя ощущают, честно ли с ними обходятся? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии, есть ли у вас подобные истории. И как вы думаете, почему этот человек так долго находится в депортационном центре и ему никто не помогает? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.